Рабочий визит правительственная делегация начинает со знакомства с ведущим предприятием Ингушетии в аграрном секторе – птицекомплексом «Южный». Экскурсия начинается с инкубатора предприятия. Генеральный директор Адам Костоев подробно рассказал вице-премьеру России Александру Новаку о мощности производства, качестве продукции. Вы видите самку. Самка у нас в 100 дней достигает веса 11 килограмм. Самца мы забиваем в 130-135 дней. Она у нас уже весит 20 килограмм в живом весе. И это вот все на естественных кормах, только за счет создания... Период выращивания где-то 100-150 дней. 100 дней самка, 135 дней самец. «Южный» – один из прорывных проектов республики. Здесь запущен полный цикл производства. От закладки яиц в инкубаторе до убоя и последующей переработки. Свою деятельность предприятие начало в 2021 году. В год здесь выпускают более 5000 тонн чистого мяса и колбасных изделий из индейки. Реализуется под торговой маркой «Индивей». Не применяем никаких добавок, никаких стимуляторов роста. Только естественные корма, потому что мясо костной муки содержать не может добавлять мясо костную муку в комбикорм. Поэтому весь комбикорм, на котором у нас растет птица, это только натуральные ингредиенты. Да. 40 тонн ежедневно, и это не предел. Руководитель птицекомплекса поделился планами вдвое увеличить мощность производства за счет строительства дополнительных птичников. В этом году, скорее всего, начнем. В следующем году будем строить собственный комбикормовый завод. Здесь в Ингушетии? Здесь в Ингушетии, да. У нас уже подведены все коммуникации, выполнены все земельные работы. Шейп сказал, что землю выделяют для... Да. Сейчас вот этот вопрос у нас рассматривается, потому что для этого необходима своя кормовая база. И я думаю, что в следующем году у нас уже будет свой собственный комбикормовый завод, своя кормовая база. Это дешевле будет? Это гораздо дешевле. Конечно, из-за этого же вопрос состоит. Мы сейчас возим за 500 километров корма. А вот себестоимость производства килограмма сколько стоит корм? Примерно 47-48%. Да, это половина. Дорожание перевозок, и если будет комбикорм дорожать, то себестоимость будет уже расти. У нас, лучше, конечно. За 2023 количество потребленных кормов 12 тысяч тонн. Но в этом году эта цифра будет больше, так как намерено увеличить производство мяса на 33%. Ежедневно «Южный» производит более 30 наименований деликатесов. Для этого задействованы сразу 4 линии. Пока одни разделывают мясо, другие перерабатывают. А подтверждением качества мясных изделий являются сертификаты халяль и положительные отзывы потребителей. Среди них и меценат Микаил Гуцериев. Мы это пробовали в Москве. Великолепная продукция, вот эта колбаска, вот эта колбаска. Сертификат качества гендиректору Адаму Костоеву Александр Новак вручил в конце прошлого года на форуме «Россия». Так, ингушский птицекомплекс оказался в числе 7 производителей СКФО, получивших сертификат «Продукция Кавказа». А сегодня, можно сказать, состоялось личное знакомство вице-премьера России с продукцией Южного. От предложения продегустировать ее гости не стали отказываться. Птичники, мясоперерабатывающий цех, вспомогательная инфраструктура. На сегодняшний день площадь птицекомплекса 132 гектара. Всю продукцию Южного выставляют на местном рынке, в фирменных магазинах. Всего в республике их 12. Продукция ингушского птицекомплекса пользуется большим спросом не только в Ингушетии, но и в других регионах страны, в числе которых и Москва, Санкт-Петербург, Волгоград. Диана Дударова, Султан Булгучев, Магаз 24.